Уважаемые слушатели онлайн-курса, в данной видеолекции мы рассмотрим основные понятия, такие как гендер и пол, а также поговорим о важности внедрения гендерного равенства. Издавна в различных сообществах бытуют самые разные представления о женском и мужском поведении. Одна и та же черта или стиль поведения в различных культурах может считаться то женской, то мужской. Более того, понятие и ситуация с ролью женщин и мужчин тоже меняются со временем. Они не являются постоянными. Простейшими примерами здесь есть обретение женщинами права на образование или участие в политических процессах. Почему же так происходит? Ведь за все это время биологические особенности как женщин, так и мужчин не изменились. Как и тысячи лет назад, женщины рождают детей, а мужчины нет. Наши биологические признаки, такие как репродуктивная система, хромосомный набор, не изменились. В обществе сформировалась разная оценка занятий девочек и мальчиков, их хорошего и плохого поведения. Эти социальные установки, культурные каноны и являются проявлением гендера. В чем же разница между понятием пол и гендер? Почему мы используем два разных понятия? Ведь во всех случаях мы говорим мужчины и женщины, мальчики и девочки. Итак, пол – это термин, обозначающий те анатомобиологические особенности людей, на основе которых люди определяются как мужчины или женщины. В то же время гендер – это совокупность социальных и культурных норм, которые сформированы исторически и зависят от биологического пола человека. Гендер создается, конструируется обществом как социальная модель личностей девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Согласно этим социальным и культурным установкам определяется их место в социуме и выбор профессии, карьера, мера ответственности, участие в политической жизни. Эти социальные нормы закрепляются еще в семье, школе и университете, политическими структурами, экономике и другие. Например, когда мы идем в магазин за детскими игрушками, мы покупаем девочкам более пассивные виды игрушек, такие как куклы, наборы для рукоделия и так далее. Игрушки же для мальчиков направлены на развитие мышления и активные игры. Или другой пример. Когда родители решают, куда отправить детей для дополнительных занятий или внеклассной деятельности, то мальчиков чаще отдают в спорт, а девочек на танцы. Хотя ни один из примеров не касается биологических особенностей детей, а исключительных гендерных ролей, существующих в обществе. Такие гендерные роли определяют в будущем профессию, карьеру и местоположение в обществе. Что же такое гендерное равенство и почему оно так важно для развития государства? Закон Республики Казахстан о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин дает следующее определение гендерному равенству. Это правовой статус, обеспечивающий мужчинам и женщинам равные права и равные возможности и реальный доступ к участию в политической, экономической, социальной, общественной и культурной сферах жизни, вне зависимости от половой принадлежности. В этом определении важно две категории понятий – равенство прав и равенство возможностей. Равенство прав означает наделение женщин и мужчин юридически одинаковыми правами во всех сферах жизни и юридическое обеспечение равных условий их осуществления. В то же время равенство возможностей – это фактическая возможность пользования правами и свободами человека, независимо от пола. К сожалению, равенство прав не всегда равно равенству возможностей. И преодоление неравенства возможностей и установление фактического равенства – это задача государственной политики. Государственная гендерная политика – это деятельность государственных институтов, направленная на осуществление и обеспечение равных прав, свобод и возможностей как для женщин, так и для мужчин, утверждение гендерной демократии и формирование гендерной культуры в обществе.
Национальная комиссия по делам женщин Республики Казахстан и ее секретариаты в областях – это координирующий орган реализации государственной гендерной политики в Казахстане. Казахстан в ноябре 2016 года принял новую концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года. И основными задачами государственной политики в Казахстане по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин есть следующие аспекты. Во-первых, это обеспечение равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах государственной и общественной жизни. Совершенствование и развитие законодательства Республики Казахстан. Воспитание и пропаганда среди населения страны культуры равноправия мужчин и женщин, недопущение дискриминации по признаку пола, выполнение общепризнанных принципов и норм международного права и международных обязательств, повышение уровня правовой и политической культуры общества для обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, включая политику, социальные, трудовые и семейные отношения. Согласно исследованию «Глобальный отчет о состоянии гендерного равенства» Всемирного экономического форума за 2010 год, Казахстан занял 72 место. Индекс исчисляется на основе статистических данных о соотношении неравенства между мужчинами и женщинами в следующих сферах, как экономическое участие и карьерные возможности, образование, здоровье и выживание, политические права и возможности. В топ-10 стран по индексу гендерного равенства вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Ирландия, Руанда, Филиппины, Швейцария, Словения и Новая Зеландия. Преодоление такого неравенства является большим вызовом для государства. И речь не только о Казахстане. Гендерное неравенство присуще всем обществам, независимо от политического устройства и уровня социально-экономического развития. Именно поэтому вопрос гендерного равенства сегодня является сквозной темой повестки дня глобального развития, и страна разрабатывает собственную гендерную политику, направленную на преодоление гендерных проблем. Гендерное равенство касается политического, экономического и социального развития, а потому вопросы равенства и дискриминации должны быть обязательной составляющей стратегических государственных документов. Какие существуют инструменты достижения гендерного равенства? Ключевым и общепринятым механизмом в мире считается комплексный гендерный подход. Этот подход ставит человека в центр процесса формирования политики, обеспечивает лучшее управление, он охватывает как женщин, так и мужчин, максимально используя человеческий ресурс. Этот подход позволяет учесть различия между мужчинами и женщинами. Он направлен на разное положение различных групп как женщин, так и мужчин. Молодые женщины, мужчины старшего возраста, одинокие мужчины, отцы, вдовы и так далее. Главный принцип учета гендерного подхода – это все стратегии, политики, программы, проекты, мероприятия имеют социальные и гендерные последствия и влияния. Почему важно вводить комплексный гендерный подход? Среди основных аргументов это справедливость и равенство. Все группы женщин и мужчин будут услышаны, а их мнение учтено. Результативность. Ведь решения опираются на определенные потребности разных групп женщин и мужчин. Эффективность. Ресурсы, как всегда, ограниченные и распределяются в соответствии с потребностями и интересами различных групп женщин и мужчин. Также гендерный подход обеспечивает устойчивые решения. Ведь они приняты на основе учета потребностей и интересов различных групп населения по полу, возрасту, состоянию здоровья и многим другим факторам. От равного вовлечения мужчин и женщин во все аспекты развития и деятельности общества выигрывает общество в целом. Также этот подход значительно повышает уровень доверия и способствует подотчетности, так как если политика не учитывает интересы всего населения, проблемы или потребности обоих полов, такая политика не заслуживает доверия. Также этот подход помогает
улучшить качество жизни. Если расширяются права и возможности женщин и мужчин, от этого также выигрывает их ближайшее окружение. С другой стороны, трудности или сложные жизненные обстоятельства для одного человека могут негативно влиять на других людей. Например, негативное влияние депрессии на мужчин или ограниченность возможностей трудоустройства для женщин распространяются на всех членов семьи, включая детей и родителей. В следующих модулях мы поговорим с вами более детально о том, как именно мы можем интегрировать комплексный гендерный подход в процессы принятия решения, а также как такой инструмент, как гендерное бюджетирование, поможет повысить эффективность государственного управления.